Ежегодное подведение итогов – это возможность выявить проблемные участки, определить точки роста и внести коррективы в плановый период. Обсуждение началось с социально-экономической ситуации в регионе. Министр экономического развития субъекта Исрапил Гиреев отметил, что в Ингушетии наблюдается положительная динамика основных показателей. Так, в 2024 году налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета увеличились в 1,3 раза, а долговые обязательства бюджета снизились до 3,2 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства вырос на 11,6%, и по темпу роста мы находимся на 9-м месте по Российской Федерации и занимаем 2-е место в Северо-Кавказском федеральном округе. Прирост розничного товарооборота составил 270%. Выросли среднедушевые доходы населения на 11,3%. Также наблюдается рост среднемесячной заработной платы с увеличением на 11,1%. По некоторым показателям есть и отрицательная динамика. Так, индекс сельскохозяйственного производства снизился на 7%, что в основном обусловлено гибелью посевов сельхозкультур в результате засухи. А в целом по отраслям объем сельхозпроизводства практически сохранился на уровне предыдущего года и составил более 22 миллиардов рублей. Уровень зарегистрированной безработицы, в свою очередь, снизился с 9 до 6%. Также на коллегии обсудили инвестиционную деятельность Министерства экономического развития. Непосредственно самим министерством и при его участии подготовлен ряд нормативно-правовых актов, направленных на поддержку инвестиционной деятельности. Их перечень я не буду зачитывать, он представлен на слайде. Также в настоящее время на подписании находится закон, регламентирующий критерии отнесения инвестпроектов к масштабным проектам в сфере жилищного строительства. Говорили на итоговой коллегии и про прорывные проекты, сопровождаемые Минэкономразвитием республики. Это всесезонный туристическо-рекреационный комплекс «Армхи», строительство заводов по производству очистных сооружений сжиженного газа, бытовой химии, птицекомплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки и тепличного комплекса «Сунжа», производительность которого составит 15 тысяч тонн овощей в год. В целом эти проекты направлены на развитие сельского хозяйства, промышленности и туризма. Так, за последние 5 лет общий объем ВРП вырос с 10% до 14%, а доля промышленности с 5% до 6,5%. Также на встрече отметили, что за 2024 год увеличен номерной фонд гостиниц и гостевых домов на 107 единиц. Обсудили сегодня и инвестиционные проекты в рамках госпрограммы развития СКФО. Инвестпроекты, одобренные на Инвестсовете при главе Ингушетии, малое и среднее предпринимательство, национальный рейтинг состояния инвестклимата и внешнеэкономическую деятельность. В приоритете на 2025 год у Минэкономразвития улучшение позиции республики в рейтинге качества, проведение оценки регулирующего воздействия в субъектах России с удовлетворительного уровня до среднего. Также обеспечение внедрения клиент-центричного подхода в Ингушетии на уровне 100% и множество других задач, направленных на улучшение социально-экономических показателей республики. Закончилась встреча награждением бизнес-сообщества и инвесторов Ингушетии. Мадина Цора, Акрамад Исхоев, Магаз 24.